Они заняты работой даже в свой профессиональный праздник. Сейчас относительное затишье. В конце января это норма. Специалисты занимаются бумажной волокитой. Оформляют международные посылки, заполняют документацию. Вот уже 25 лет Муса Ахриев работает в таможенной службе. Начинал инспектором охраны, а сейчас начальник отдела тылового обеспечения. В настоящее время практически все у нас переведено на электронный документооборот. То есть ушло в небытие это пересылка почтовых документов, отправка какими-то почтами, еще что-то. Сейчас все в электронке, все намного проще и довольно-таки комфортнее. Именно от них зависит развитие экономики и делового климата в стране. В Ингушской таможенной службе работает 20 человек. За месяц через Карабулакский пост проходит до 30 фур. Проверка одной машины может занимать от 3 часов до целого дня. За прошедший год через таможенников прошло порядка 400 грузового транспорта. Нарушения здесь редко встречаются. Груз проверяет также и российская служба. И все же за 2021 год зафиксировано 6 нарушений. В прошлом году было нарушение срока доставки товаров в регион деятельности поста. Было возбуждено дело по статье 16.10 и небольшой штраф. Проверяют все до мелочей. Чаще всего из-за проблем с документацией товар попадает вот в такой временный склад. Сейчас 80% мест заполнено посудой и газовыми печками. А ведь проблем можно было бы избежать. Человек что-то купил за границей. Что ему нужно делать, чтобы оформить вот здесь наши таможни? Ему надо обратиться к декларанту. Есть брокеры-декларанты, которые им оказывают помощь. У них своя платная система. Какие документы, чтобы груз не простаивал. Пока он нужные документы не проставит для подачи декларации, то будет идти у него простой. В основном груз приезжает из Турции, Ирана, Азербайджана. Товар самый разнообразный. Это плитка, оборудование, камень, крошка. Наши предприниматели оформляют даже саженцы из Италии. Сейчас идет электронное декларирование. Центры есть в регионе деятельности поста. Центр находится в минеральных водах. Декларации все наших участников подаются в этот центр. Было подано 460 деклараций. Платежи составили более 100 миллионов рублей. Сегодня во всем мире отмечается Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. В 1994 году его переименовали во Всемирную таможенную организацию. В ней представлены 17 стран Европы. Желаю своим коллегам крепкого здоровья. Поздравляю всех с нашим профессиональным праздником. В наше время пожелать здоровья – это, наверное, пожелать очень много. Я желаю крепкого здоровья нашим коллегам, которые сейчас находятся на посту, которые работают. Они твердо стоят на защите национальных интересов. В наше время Всемирная таможенная организация объединяет 183 государства, которые управляют более 95% всей международной торговли. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.